Во время встречи с журналистами Александр Чочиев дал высокую оценку подписанному соглашению о пенсионном обеспечении сотрудников таможенных органов. Более 40 сотрудников ждут выхода на пенсию. На смену им придут молодые специалисты. 17 студентов, которые сейчас учатся на Российской таможенной академии. Это именно в рамках межгосударственных соглашений, в рамках квоты люди обучаются. Но есть еще и те, которые уже давно, значит, там по 5, по 6 лет тому назад закончили, и они, каждый из них, конечно же, пришел в таможенный комитет. У нас кадровый резерв нами создан. Часть этих людей мы, конечно, уже приняли на работу, но большую часть мы не смогли, потому что отсутствуют вакантные должности. Да. К сожалению, мы не могли и по сегодняшний день не можем уволить тех людей, которых мы не можем обеспечить пенсионным обеспечением. Поэтому этот вопрос, очень надеемся, что в ближайшее время мы решим положительно. Журналистов интересовало, ожидается ли повышение тарифов на растаможку транспортных средств. Разработан специальный график, по которому и работает таможенный комитет, отметил Чочиев. Есть постановление правительства Республики Южная Осетия за номером 64. Если его почитать, то там есть график повышения. И до 2032 года тарифы на транспортные средства для личного пользования должны выровняться до уровня российских. У нас не будет единственного утилизационного сбора, который в России большую, немаленькую часть составляет, но именно пошлины, единый совокупный таможенный платеж, он выровняется с Российской Федерацией. Александр Чочиев уделил особое внимание введению квалификационных классов для сотрудников ведомства. Ну, по квалификационным званиям мы сейчас будем приказ издавать, положение мы будем утверждать, и сразу же, я думаю, что к концу года уже будет прибавка к заработной плате. Также он рассказал о предстоящем поэтапном переходе на цифровую систему электронного декларирования. Эльвира Тебилова, Альдина Чхоева, информационный выпуск сегодня.